В пятницу 17 июня на сцене Рыбинского дворца культуры «Авиатор» выступил профессор Афинской и Уральской консерваторий, заслуженный артист России Дмитрий Коган. Концерт известного скрипача состоялся в рамках празднования 53-й годовщины полета первой женщины-космонавта на орбиту. Героиня торжества Валентина Терешкова первая приветствовала гостей. Я задала вашему начальству вопрос. Мы вас классической музыкой не перекормили. Мы вам еще не надоели. Я хочу сказать, что Дмитрий Павлович Коган, внук знаменитого Леонида Когана, который очень любил землю Ярославскую, любил к нам приезжать. Великолепный скрипач. Все его титулы. Я хочу сказать, что Дмитрий Павлович продолжает эту традицию. Сегодняшнее мероприятие с участием Дмитрия Павловича Когана, оркестр Московского камерата, представит нам шедевр мировой музыки времена года Антонио Вивальди. Я думаю, что для нас это уже большой подарок. Для нас это уже огромное, значимое, яркое событие в культурной жизни. Я думаю, что все присутствующие здесь понимают и ценят то внимание, которое уделяют нам, в том числе и в основном Валентина Владимировна Терешкова. Это ее подарок. Дмитрий Коган с 1997 года постоянно выступает в самых престижных концертных залах Европы, Америки, Азии и, конечно, России. При этом он твердо уверен, что выступление в провинциальном городе ничем не отличается от концерта в столице. Мой настрой, он всегда одинаков. Моя подготовка к концерту, она тоже всегда одинаковая. Я стараюсь сделать тот максимум, который я могу сделать вот на данный момент, на данный день, на данный час. Программа для Ярославля и Рыбинска одна и та же. Это «Времена года Вивальди». Следует отметить новизну подачи – мультимедийная проекция. Мало кто знает, что это произведение Вивальди, которое каждый, наверное, раз в жизни хотя бы слышал, что у Антонио Вивальди под каждой строкой написано синхронный текст, что происходит в данный момент. То, допустим, это кукушка, допустим, это пьяный человек, или это человек, дрожащий от холода. И вот мы сделали такую видеопроекцию, которая бы синхронно с музыкой показывала на экране вот эти вот мысли и задумки Вивальди для более полного представления об этой музыке, о том, что хотел передать автор. Рыбинск не первый раз принимает Дмитрия Когана. Как отмечает сам музыкант, прием в этот раз, как и прежде, радушный. Времени на прогулку по городу особо не было, но осмотреться все же удалось. Впечатления только приятные, но есть и одно замечание. Конечно, не хватает современного зала или ремонта современного в зале, чтобы проекты 21 века, да, сейчас столько технологий, понимаете, которые можно использовать, мультимедийные разные, огромное количество. Но для этого, конечно, нужны возможности зала. Скорее, эти слова не замечания, а пожелания на будущее, поскольку на исполнении технические возможности зала никак не отразились.